Сотрудники ГИМС провели рейд по местам массового сбора любителей подледного лова. После суровых морозов, пользуясь хорошей солнечной погодой, многие якутяне отправились за трофеями, но забыли о правилах безопасности. В один из рейдов с сотрудниками инспекции отправился и наш корреспондент Виталий Абрамов. На этот раз была выбрана местность близ 203-го микрорайона столицы. Желая создать себе максимум комфорта, рыбаки частенько выезжают на лед на машинах. Несмотря на то, что во дворе уже март и как бы до таяния льда еще рано, несчастные случаи могут произойти всегда. Дополнительные риски создают заготовители льда, которые после своих работ никак не отмечают ослабленные участки. Водитель, например, двигается по льду, не сориентировался или сбился с дороги, может попасть в заготовку льда, где заготавливался лед, если данная местность не была ограждена. По идее, на таких нерадивых товарищей существует штраф до 5000 рублей. Но инспекторы, к сожалению, не могут им такое выписать, а могут лишь провести профилактическую беседу. Ну да, когда-то слышал такое, что нужно отмечать и ставить знаки, но не знал, что все так серьезно. Впредь буду всегда ставить. Инспекторы проводят инструктаж рыбаков по мерам безопасности на льду, следят за оперативной обстановкой и раздают памятки по правилам поведения на ледовом покрове. Во избежание несчастных случаев сотрудники ГИМС рекомендуют соблюдать основные правила поведения на льду. Хочется напомнить, чтобы при выходе на лед оповестить, куда вы направляетесь, иметь при себе заряженные мобильные телефоны, средства спасения и обратить особое внимание профилактике переохлаждения организма. Такие рейды проводятся регулярно и имеют важное значение не только в профилактике несчастных случаев, но и побуждают рыбаков задуматься над последствиями. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.